Добрый вечер. Вы смотрите программу «Якутия в деталях». Меня зовут Ирина Ефимова. Кино – это жизнь, из которой вырезали самые скучные моменты, говорил Альфред Хичкок. А что, если эта жизнь рождается прямо здесь, в Якутии? Сегодня поговорим о том, как северное сияние становится светом софитов, а вековые традиции обретают новое дыхание на экране. И сегодня в студии в том числе и те, кто превращает эти мечты в реальность. Поговорим о рождении новой киношколы на Дальнем Востоке, о том, как образование в сфере креативных индустрий открывает новые горизонты, и о том, что вообще становится стартовой площадкой для молодых талантов. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Но давайте начнем, раз уж про молодые таланты мы заговорили, давайте начнем с, собственно, подготовки кадров для кино, да, с преобразования Арктического нашего государственного института в университет. Сардану, расскажите, кого вы там готовите, как вы там готовите? Добрый день, добрый вечер. Спасибо за приглашение. Я бы хотела сказать, что с 2023 года, буквально это всего лишь 3 года тому назад, да, в рамках нашего университета была открыта программа образовательная именно по кинопроизводству. Всего 3-й год мы работаем со студентами, и мне кажется, если в начале пути было ощущение какое-то, возможно, даже страха некого, да, что то, что вот сейчас у нас в Республике кино очень сильно развито, есть и авторы, и своя индустрия, но удивительно каждый раз, когда у нас спрашивали про наши успехи, и когда спрашивали про киношколу, мне было всегда как-то очень странно отвечать, потому что у нас реально к этому моменту не было своей киношколы. Потому что если внимательно изучить, скажем, другие регионы или наши большие города, мы знаем, что вообще кино рождается вокруг образовательной системы, да, киношкол. Тот же ВГИК, например, который очень у нас один из самых старейших университетов в области именно кинопроизводства. Тот же КИТ в Санкт-Петербурге. Ну, сейчас в последнее время очень много киношкол открылось и в больших городах, скажем, в западной части нашей страны, да, то здесь вот на нашей территории бесспорно этих школ нет. И я считаю, что Якутия, которая имеет большой опыт именно в кинопроизводстве, бесспорно должна стать лидером именно в этом направлении. Открыть свою киношколу. И вот 3 года мы усердно работаем, столкнулись с очень многими проблемами, потому что, конечно, у нас есть вопрос и нехватки кадров, нехватки, возможно, каких-то технических, может, каких-то моментов. Но я думаю, что ВУЗ сделал все возможное благодаря участию нашего ВУЗа и нашего руководства вот, в программах «Приоритет». Вы, наверное, слышали, да, есть такая государственная программа, которая поддерживает образовательные инициативы. И мы вот благодаря именно этому смогли даже получить свое оборудование, то есть мы закупились специальной техникой, потому что кино – это очень дорогое образование, потому что одно дело, когда ты объясняешь там теоретические какие-то знания, да, то кино – это все-таки больше практика, это технологии, поэтому нам кровь из носа нужна была аппаратура. И вот мы приобрели, у нас неплохие комплекты с кинокамерой, со светом, и у ребят есть возможность уже прямо с первых с первого года обучения уже пользоваться такой техникой, очень профессиональной. И у нас уже есть результаты небольшие. Мы сняли уже несколько коротких метров. У нас помимо этого есть учебные этюды и даже есть успехи участия на фестивалях, призы и так далее. Вот. И в этом году мы снова набираем. Я надеюсь, что помимо интереса жителей республики, там, выпускников, да, к нашей программе появится интерес из других регионов. Мы хотим к себе приглашать именно вот студентов, абитуриентов, ну и вообще молодых людей, которые хотят учиться снимать кино, именно к нам. И есть уже у нас студент из Санкт-Петербурга, вот с регионов другого, да, с республики Алтай. И в этом году тоже вы проявляют интерес и другие национальные республики, потому что все-таки опыт якутского кино, он вообще уникальный. Понятное дело, когда нет большой, скажем так, индустриальной среды вот в маленьких регионах, да, все мечтают, но у них нет своей среды. Но у нас, например, это тоже в начале пути было так. Но сейчас у нас есть своя среда индустриальная. Все мы знаем, что даже живя, скажем, в регионе, где, скажем, население не очень большое, можно, скажем так, вот локально, компактно сделать свою индустрию и даже выходить в плюс в прокате. Поэтому призываю жителей республики, студентов, то есть выпускников, молодых ребят, то есть желание поступать к нам в этом году в практически государственный университет уже культуры, искусств и креативных индустрий на программу кинопроизводства. Хорошо. Дмитрий, вы как представитель вот этой самой индустрии, да, скажите, каких кадров сейчас не хватает в основном? Вот, есть ли потребность, во-первых? Я так понимаю, что есть. Потребность есть, и потребность практически во всем спектре кадров. Нельзя сказать, что у нас хватает кадров в каком-то
каком-то конкретном направлении. Нам не хватает всех. У нас запросы нашего кино растут, снимают все больше и больше, потому что удачные проекты, которые уже реализованы, они вдохновляют все больше и больше людей, больше авторов, больше режиссеров. Также сюда приезжают какие-то команды с центральной части России, какие-то московские проекты. И всегда всем нужны ребята на месте, которые будут работать здесь. Для наших проектов нужны... И у нас нам очень не хватает кадров, которые бы прошли не просто школу, чтобы у них была какая-то база образовательная. То, что те кадры, которые сейчас воспитываются, им, конечно, нужно еще чуть больше опыта, их нужно обточить, им нужно показать, как все это работает. И мы непосредственно в квартале труда в свое время работали со студентами, с вашими студентами, снимали какие-то проекты, используя новые технологии, технологию XR. И это было прикольно. Я всегда молодежи говорил и говорю до сих пор, что на сегодняшний день самое лучшее место на планете, где вы хотите реализовать себя в кино, это Якутия. Потому что здесь от момента вашего желания и первых каких-то лекций по, может, теории кино до вашего фильма, до вашего зрителя, он очень короткий. И возможность снять свое кино и показать его своему зрителю нигде, как в Якутии, так доступно. Поэтому да, нам не хватает кадров, мы очень прилагаем много усилий. И с Арданой Револиной мы часто общаемся на эту тему, разговариваем, то, что вот здесь не хватает, что вот мне всегда советуют, вот есть ребята молодые, и мы ведем достаточно такую интенсивную работу. Самое главное, что ребята, которые сейчас проходят вот эту вот школу, получают теорию, для нас очень важно, чтобы они были подключены к проектам, которые сейчас снимаются, потому что очень важно почувствовать вот эту энергию площадки, энергию кинопроизводства. Я уверен, что мы все вместе эту задачу решаем. Каждый день мы приближаем все больше вот этот формат, новый формат нашей индустрии. Если мы раньше были такой немножко скромное якутское кино заявляло о себе громко, но с точки зрения индустрии мы были еще такие немножко... А сейчас я уверен, что вот с молодой кровью мы сможем нашу индустрию поднять еще на определенный уровень. Альвина, вот вы как человек, который написал книгу о становлении, в общем, этой индустрии, поздравляю, кстати, с презентацией. Спасибо. Вот, книжку можно показать. Вот, вы так прям кивали, когда Дмитрий говорил, что я поняла, что у вас есть что добавить. Да, вот вы задали вопрос Дмитрию насчет кого не хватает. Ну, так он и не назвал конкретно. Ну, не хватает всех, да? Дело в том, что, я знаю, вот поскольку вот по опыту, как наблюдателя, да, самая сложная профессия в любой киношколе, там, будь то западная, будь то российская, якутская, там наш, это, во-первых, режиссер сам по себе, да, это оператор, и это звук, свет, и даже художники по костюмам. Вот эти такие специальности, которые действительно надо их творить, созидать, пестовать, рождать. Это раз. Во-вторых, вот Сардана на презентации очень верно подметила, сказала, странно, вот у нас сначала появилось кино, а потом вот сейчас мы говорим о создании киношколы. Да. Обычно наоборот, да, бывает? Да, в других регионах возможно. Так это закономерный процесс. Потому что, как вы знаете, что наше якутское кино, оно выросло на полях, в общем-то. Пришли ребята с окопов, и они же потом возмужали, повзрослели и начали преподавать. Те тот же Семен Аманатов, Люба Борисова, еще Гела Красильникова. Сарглана Скрябина. Наши уже вот маститые режиссеры, они уже на уровне гуру, на уровне мастеров уже могут как бы обогащать знания молодых кинематографистов. И это естественный процесс, что у нас вот в Аугики есть такая серьезная школа, где ребята уже могут как бы зеленый свет у них, они спокойно уже могут без всяких препонов прикасаться к этому искусству кино. Это раз. Все, по-моему,
Я еще потом дополню. Хорошо. Ну, у нас тут вот как раз студент Влас имеется. Расскажи, пожалуйста, какая специальность, что вообще побудило пойти на кино? Здравствуйте, мое направление называется «Организация и технологии производства кино». Ну, там мы учимся вообще в целом по всем направлениям кино. Там не только режиссура, но и операторское искусство, и звук, и художник-постановщик, и сценарное мастерство, и даже актерское. То есть универсалов таких, да? Да, по всем направлениям. По всем направлениям. Но, кстати, это, наверное, особенность вот нашего якутского кино, да, потому что я же знаю, как оно зарождалось, когда, ну вот Дмитрий, например, вы же сами сценарий написали, потому что не было сценария, да, стали сценаристом. Вот режиссеры пишут сценарии. Там, тут же, то есть, поскольку мало людей, маленькая индустрия, да, очень много взаимозаменяемых людей, когда один человек выполняет несколько, да, Ну, я думаю, что это вообще должностей. современный тренд, потому что вообще вся модель современного кино, она уходит от таких вот сегментирования по разным специальностям, потому что инструментов становится все больше и больше, и, как правило, если вот ребята изучают весь спектр, это очень важно, потому что если даже ты звукорежиссер, тебе нужно немножко понимать и в операторском деле, чтобы правильно сделать так или иначе свою работу. И это современный классный подход. Я бы здесь хотела добавить, да, что на сегодняшний день вообще, как бы мы, конечно, это русскими словами объясняем, что вот организация, технология, производство кино, да, но на самом деле давно уже на Западе существует программа, называется фильммейкинг. Ну, возможно, это слово немножко как-то раздражает, фильммейкинг, да, как будто бы что-то несерьезно, не глубоко, но на самом деле есть такая возможность людей, которые уже работают в кино, за короткое время погрузиться, например, да, понять вообще всю вот эту систему, как это работает, да, потому что, если честно, сейчас вот за 4 года, вот даже мои студенты мне иногда говорят, что Сардана Ливурова, нам не хватает, а еще никого 4 года мало, он хочет еще больше учиться. И я им всем говорю, мы вам здесь даем базу, после которой вы уже сами, у каждого человека свой потенциал, потому что я уже вижу, вот у третьекурсников особенно, которые в следующем году будут выпускаться, уже видно, кто из них больше, скажем, сценарист, кто из них режиссерские амбиции имеет, да, кто вот, скажем, больше к технической стороне, да, тяготеет это вот звук, там, операторское мастерство. И они всегда имеют возможность потом уже углубляться в свое направление, потому что базу мы уже сейчас здесь даем. Они знают весь процесс кинопроизводства, и даже сейчас уже я вот заметила, что у коллег вообще реально работающих в кино есть интерес к нашим студентам, потому что они уже их приглашают на съемки, уже у многих есть опыт на съемочной площадке, и я думаю, что каждое лето уже их будут забирать. Поэтому, бесспорно, якутская киношкола, на самом деле, мы немножко как-то тут неправильно формулируем, может быть, именно в рамках, вот, скажем, каких-то институций, вот мы сейчас формируем, да, это все, но на самом деле якутская киношкола всегда была, она всегда была на поле, вот реально. То есть мы сами друг у друга учились, именно выходя на поле, на площадке, и таким образом сейчас мы, наоборот, этот опыт реально вот как бы структурируем, получается. Я очень надеюсь, что в будущем, если эта программа наша, которая сейчас немножко, возможно, как-то обтекаемо называется, да, то в будущем реальная киношкола превратится в то, что будет отдельно учить сценаристов, отдельно учить режиссеров, теоретиков кино, бесспорно, да, операторское мастерство, звук. Сейчас есть некая нехватка кадровая. Я вот точно знаю, что ребята, которые сейчас вот снимают в будущем, ну, станут старше, да, захотят делиться опытом, они все будут желать именно обмениваться опытом. И потом я очень хочу, чтобы у нас была такая возможность каждую осень, когда мы будем набирать студентов, была мастерская, скажем, на чье-то имя шли. Условно там мастерская Эдуарда Новикова. Мастерская там Любови Борисовой. Мастерская Дмитрия Семена Давыдова, Баландова. да. Вот, Давайте да. прервемся на небольшой перерыв. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Это программа «Якутия в деталях». Мы говорим о якутском кино и о якутской киношколе, наверное, так скажем, да, которая существует давно в каком-то виде, но вот сейчас она приобретает уже такие, скажем, очертания уже академические, да, благодаря тому, что в Арктическом государственном университете есть программа. Власов, вы который год обучаетесь и что вы для себя выбрали? Или еще не выбрали? Я учусь второй год. Для себя выбрал скорее режиссуру и сценарий. Ну, к этому я тяготю больше. Пытаюсь что-то писать, что-то снимать. И, в общем,
постигаю все направления. Чтобы, ну, хороший режиссер должен разбираться и в операторской, и в звуке, И в актерском. и в актерском, да. Ага. А есть вот задумка фильма, который ты хотел бы снять? Да, есть, конечно, очень много. Но в Поделишься? процессе обучения все равно, типа, начинаешь выбрасывать некоторые идеи, варианты и добавлять новые. Если раньше тебе так казалось классным, крутым, то потом больше узнаешь, что такое драматургия, как строится сюжет, как это все строится. И такой... Раньше как-то слишком по-детски, как-то слишком Наивно? наивно, да, скорее. И начинаешь уже все анализировать. А дипломной работой, получается, будет фильм? Или Да, что у будет? многих будет фильм. Но есть некоторые ребята, которые планируют писать выпускную работу, именно вот теоретическую, да, скажем, есть такие ребята. Но в целом это будет фильм. То есть не каждый студент будет, конечно, выпускать свой фильм, а они будут делиться на команды. Уже сейчас даже вот у моего 3-го курса, который у нас, надеюсь, что это первый блин, который не станет комом, и это вот первый выпуск исторический будет, да? Вот они уже сейчас сознательно готовятся к тому, что у них дипломная работа, у многих будет кино. И мы за их плечами уже 4 фильма. Причем короткометражное кино, оно же даже, вот, скажем, в драматургическом, там, сценарном плане достаточно сложное. Потому что если в полном метре ты имеешь как бы возможность за 1,5 часа там рассказать какую-то историю, а вот за 15 минут уложиться, внятно рассказать историю, это достаточно сложно. И вот у них уже есть такой опыт. Вот буквально мы зимой закончили постпродакшн короткого метра, который мы снимали в октябре. Мне кажется, одна из таких вот, ну, так, уже профессионально они к этому подошли, на 4-й опыт, очень хорошо слаженно отработали, и сейчас мы планируем его продвигать по фестивалям. И тут уже видно, что уже многие вот дозрели того, что уже делать свои шаги, да. И есть и планы, и так далее, уже они знают прекрасно, что такое питчинг. Мы каждый год в течение учебного года проводим как минимум 2-3 питчинга. Они умеют Давайте для защищать. зрителей поясним, что питчинг – это когда защита сценарной заявки, Да. защита заявки на фильм. И вот как раз Влас тоже одно время защищал на сценарном, да, свой проект. Да, каждый, то есть А даже о чем был проект? Первый был фольк-хоррор. Фолк-хоррор. Фолк-хоррор, да. Черно-белый. А второй, ну, тоже хоррор. Ага, то есть понятно, у нас Да. тогда потенциально будущий режиссер хорроров. Уже Ну, это Поэтому скорее, я не зря начала с Хичкока, наверное, что-то чувствовала. скорее такой период был, когда хоррор стал более популярным. Все помешались на этой теме. Я тоже. Вот мы тут говорили, да, вы сказали, что якутская киношкола, которая существует, родилась в полях. Вот, но на самом деле надо отметить, что она родилась все-таки не в чистом поле, да, была база Саха-театра и была база Саха-фильма, НВК Саха-фильма, но сначала НВК Да, Саха. согласна. Потому что Согласна, да. все-таки подавляющее большинство тех, кто в кино работал, они так или иначе сначала работали на НВК Саха. об этом как раз писали и в книге, вот помнишь, да, об корейской этом. книги. Но я бы еще тут закинула еще камешек дальше. Вот говорят бум кинематографистов, да? Ну, мы знаем, какие те годы, там, 90-е, нулевые. А ему предшествовал бум якутских художников-графиков в 60-х годах. Посмотрите на их картины Мунхалова, Охлопкова. Там все, как бы, все сюжеты картины, как будто это раскадровка. Это раз. Потом пошли вот первые операторы Сантаев, Васильев. Васильев работал у Ермолаева на его фильмах на НВК СХ 90-х. И потом пошло-поехало. Это раз. Я хотела дополнить вот вопрос Сардани. Вот ты говорила о том, что вот у вас уже ряд есть короткометражных работ. Предполагается, в общем-то, дипломные работы, экранные, да? Может ли зритель Якутии увидеть это, ну, или в форме фестиваля, или каких-то специальных показов? Очень хороший вопрос. Это было бы Да. вообще замечательно. Как раз, пользуясь моментом, тогда я анонсирую, да, что у нас в конце мая будет свой первый фестиваль. Я считаю, что у любого вуза, киновуза, тем более мы же себя позиционируем как будущую такую полноценную киношколу, да, мы уже начинаем делать свой фестиваль. Вот в ГИКа есть свой тоже фестиваль, да, дебютов, в Китае есть. И вот в мае мы делаем свой фестиваль под названием Хоту Илин. То есть мы как бы делаем фокус север, ну, понятно, да, наши культурные коды. И Илин — это не только восток в ту сторону, в целом как бы вот азиатское направление, скажем так, да. Объявили прием заявок, у нас
очень интересно то, что очень много отклика мы получили. Пишут, заявки отсылают не только из нашей страны, из других регионов, из соседних государств. Да? И мы будем как раз показывать там вот лучшие отобранные наши работы. Помимо этого будут, ну, как бы образовательная часть, бесспорно. То есть ради этого делается для студентов, чтобы они имели возможность пообщаться с экспертами кино. Пригласим хороших специалистов из других городов. И вот будет возможность все это там увидеть. Но еще помимо этого я ставлю такой амбициозный проект, возможно, если, дай бог, получится, выпустить зимой альманах студенческих работ. То есть уже объяснить ребятам, мы же им объясняем все. Не только производство, но и после производства, например, после постпродакшена, как мы продвигаем получение прокатного удостоверения, выход фильма в прокат. И, возможно, дай бог, сделаем такой вот сборник фильмов студенческих под одним прокатным удостоверением и выпустим в прокат. Чтобы они сами его продвигали, делали маркетинг и так далее. Посмотрим. И очень интересно, я сама же как бы тоже исследую кино, да, якутское. И, точка зрения, вообще история этих ребят очень сильно отличается от старшего поколения, ну, бесспорно, да, даже от тех, которые сейчас условно молодые, 30+. Вот это поколение немножко другое. Их интересы, их точка зрения, их взгляды отличаются. И это очень любопытно. Очень любопытно, А скажу. в чем Ну, самое главное отличие? Они, конечно, ребята, которые, ну, во-первых, очень сильно рефлексируют на разные сложные темы. Они пытаются посмотреть именно внутрь себя. Да, есть такое вот как бы отличие. Ну, не скажу прям, что именно конкретно, но во-первых, даже темы, которые они выбирают, они обычно отличаются от того, что в целом снимается в нашем якутском кино. Вот. Ага. То есть ожидается какой-то вот новый Новое этап, что-то, да? да. Потому что, вот смотрите, сейчас якутское кино, получается, ну вот был бум, да, когда все снимали, снимали просто все и все. Вот. И тогда было понятно, что по закону диалектики когда-нибудь количество перерастет в качество. Вот. И, в общем, так оно и случилось. Вот. А сейчас уже этап, когда нужно выходить куда-то на... Ну, то есть Да. фестивальная история уже есть Продолжается, крепкая, да, она ага, продолжается, благодаря вам в том числе лично. Вот. А история вот широкого проката, мне кажется, вот тут не хватает больше специалистов как раз по продвижению, по маркетингу. Да, по... мощностей как будто не хватает. Да. Да, ну вот если мы говорим на тему профессий, которых не хватает, то самой главной профессии не хватает, у нас не хватает продюсеров. Продюсеров, да. Продюсеров, которые бы имели вот такой коммерческий интерес заработать денег. То есть настоящий продюсер – это предприниматель, который понимает, как устроены процессы в кино, там, музыкальный продюсер, как в музыке. Его задача – найти проект, найти талантов, организовать это предприятие и сделать продукт, который он продаст как можно большему количеству зрителей. И вот эта история у нас появляются, формируются. Это процесс тоже не быстрый, но на сегодняшний день, конечно, не так много, потому что очень много продюсеров мы видим с Москвы приезжает, там продюсеры чувствуют запах денег, здесь пока они его не чувствуют. Поэтому мы должны показать, что мы можем зарабатывать деньги. И да, наши проекты на сегодняшний день имеют то качество, которое мы уже можем продавать. И представители, дистрибьюторы, представители разных стриминговых площадок, они мыслят немножко по-другому, более коммерчески, они говорят, нам без разницы, какое это кино, якутское, бурятское, региональное, это должно быть классное кино, которое бы продавалось, которое бы зритель смотрел. И я уверен, что мы как раз на пути вот качественного кино, на которое пойдет широкий зритель на стримингах, в кинотеатрах. Но при этом, при всем, мы должны сохранить самобытность и очарование и магию якутского кино. Ага, ну вот смотрите, мы заговорили немножко о том, что это все-таки предпринимательство, да, что они должны быть коммерчески успешными. И недаром понятие креативная экономика, там ключевое слово экономика все-таки, да, то есть что экономика должна приносить деньги. И вот в этой же студии буквально неделю назад мы говорили с участниками культурного форума, вот, и там прозвучало, что в общем, мне бы очень хотелось, чтобы Якутия стала тем для, скажем, нашего русскоязычного русского мира, тем, чем Южная Корея стала для Запада сейчас. Вот, чтобы наша креативка, наше кино, в первую очередь, да, кино, дизайн,
музыка и так далее, чтобы оно стало вот все модное и коммерчески успешное в том числе. Вот. И тут вопрос такой, что какая должна быть в этом роль государства? Потому что вот, в Южной Корее они, например, действительно, это была государственная политика, они обязали вот этих вот чеболей, то есть богатые семьи, Samsung и так далее, отчислять деньги, и все эти деньги вкладывали в креативную экономику. Вот. Ну, Хорошая система. Хорошая система, и у нас есть некоторые меры поддержки, которые работают, но мы понимаем, что это все на сегодняшний день еще имеет право на какое-то усовершенствование, потому что система не всегда видит по-настоящему классные проекты. Часто это бывают проекты яркие, кто лучше защитился на питчинге, у кого больше опыта, те больше продадут свой проект. А вот есть ребята, те же студенты, да, может быть, у них есть супер шикарный проект, который бы они могли, он бы был более полезен с точки зрения и более весом с точки зрения культуры и вообще кино. Но эти детали, над которыми стоит работать, и все наше киносообщество постоянно об этом говорит. И меня часто спрашивают, как сделать так, чтобы лучше распределить эти деньги. На сегодняшний день появился формат Дальневосточного фонда кино. Раньше фонд кино это было только в Москве, сейчас есть дальневосточные проекты, и это уже классный шаг, который вселяет надежду на то, что мы получим больше финансирования наших проектов. Пока еще не было опыта. Пока не было, но, по крайней мере, слава богу, мы видим, что что-то появляется. И, конечно, нужно больше вкладываться в своих ребят. И я думаю, даже скорее в свои студии, потому что вот если мы смотрим по примеру западных студии отбирают себе проекты, к ним приходит миллион сценариев, и они отбирают какие-то самые интересные. И вот, может быть, как-то должны поддерживать студии, которые показывают результат, а студии уже отбирают авторов и режиссеров. Но это Об этом продолжим разговор после небольшого перерыва. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Это программа «Якутия в деталях». Мы говорим о якутском кино, якутской киношколе. И перед тем, как уйти на перерыв, говорили о коммерческой составляющей и о роли господдержки. И, Альбина, у вас было что сказать на это? Да. Да, вот то, что мы сейчас наблюдаем, государственная поддержка, в принципе, она ощутима, она даже видна, она хорошо, как говорится, позиционируется в прессе. Ну, дело в том, что вот я согласна с Дмитрием, вот его тревога, когда, допустим, менеджеры, продюсерские компании федеральные обращаются к якутскому кино с предложением каких-то совместных проектов. Я знаю об этом, да. И в этом плане роль государства, в принципе, очень необходима, как бы отфильтровать и оберечь наших якутских мастеров, режиссеров от давления людей с кошельками, как говорится. Да? Это нужно очень мудрым быть. И, по-моему, какие-то вот наметки, они наблюдаются, потому что мы очень ревностно относимся к темам, которые выдвигают наши режиссеры. Это одно, да. И другое, вот режиссер, вот, когда они выбирают наших режиссеров, пусть даже это совместный проект, да, они ищут себе удобного режиссера. А нужно искать талантливого режиссера. И каждый режиссер, он, если выходит на вот, государственный какой-то заказ, да, на имидж, он должен чувствовать ответственность, иметь какую-то свою внутреннюю каприз, внутреннюю упертость, настаивать на своих идеях и находить общий язык, консенсус с теми людьми, которые заказывают музыку. Мне кажется, таких никто не любит. Можно немножко дополню, поднять, потому что очень важную тему. Да, мы часто видим, практически все наши режиссеры, все наши авторы, что очень много обращений, скажем, от людей, которые хотят
предложить свои услуги, заработать. Люди, которые хотят заработать на уже сформировавшемся феномене якутского кино. То есть они где-то хотят получить денег, это не обязательно государственные деньги, это могут быть какие-то деньги частных инвесторов. Но они очень шустрые приезжают к нам, говорят нам шикарные слова, мы сделаем, у вас будут играть лучшие актеры, у вас будет лучшее кино, но только помогите нам получить денег. Но мы сейчас, у нас уже немножко иммунитет от этого уже вырабатывается, да, и лишних людей. Но был период, когда вот было много таких вот людей. Слава богу, сейчас мы уже знаем, схему как себя вести. И у нас наши продюсеры все равно становятся крепче. И большую работу проводит и Сахафильм, чтобы наше кино можно было продавать там где-то на каких-то площадках. И группа компаний корпорации развития много делают. Буквально недавно они ездили на шанхайский кинорынок. И Степан Бурнашов делает огромную работу, сам лично находит какие-то контакты. И вот это все эти действия в копилочку нашей будущей индустрии и наших будущих возможностей. Сардан, ну вот если не как преподаватель, а как продюсер, есть что По части добавить? именно финансирования. Ну, мне кажется, на сегодняшний день, конечно, как бы появились источники, да, финансирования. Это в первую очередь наше правительство, лице Минкульта, которое выдает ежегодно питчинг, в смысле создает питчинг, после которого вот некоторые деньги выдаются, да. Ну, мне кажется, там сумма немножко уменьшается, хотя мы, на самом деле, когда этот проект только запускался, это, я помню, был 2020 год, сумма была объявлена большая. Ну, не то, что большая, она на самом деле по меркам даже сегодняшнего, это даже меньше одного полного метра одного московского фильма, да. Но почему-то сумма уменьшается. Я понимаю, что культуру по осадочному принципу всегда финансируют, но если мы хотим, чтобы вот реальная индустриализация была в кино, то, конечно, надо, чтобы эта сумма держалась. И вот как раз-то яркий такой пример привела же с корейским кино, с кей-поп, да, культурой, что там как раз вот компании, корпорации какие-то части отдавали. Вот эта система была бы очень хороша для, например, добывающих компаний, чтобы они вот финансировали именно часть именно креативной индустрии, культуры, Да, искусства. не государственный бюджет. Именно не государственный, потому что я именно, понимаю, да. что в государстве есть проблемы некоторые, и сейчас мы это все видим, да, социалка там и так далее. Поэтому именно не государственные структуры должны финансировать эту часть. Вот. И если бы, например, такая вот связь была бы между правительством и этими компаниями, то это было бы очень хорошо. То есть у нас не болела бы голова. Потому что, если честно, денег все равно не хватает. Потому что если в начале, например, в 2019 году, я помню, вот анонсировался Сахавуд, это частный фонд, да, там сумма скромная, но она очень сильно помогла тогда вот делать толчок. Даже вот эти картины от Димы Давыдова, помните, да? Это как раз частный фонд делал. Потом появился Минкульт. То есть у нас, грубо говоря, внутри республики всего два источника. Вот. Один частный, другой вот правительственный. Вот Дима сейчас упомянул по поводу фонда дальневосточного, от фонда кино, но, опять же, я вот уже слежу за этим. И понятно, что первые вот эти 3 проекта, которые получили поддержку, это в большей степени даже не дальневосточный проект между нами, это московские проекты, просто которые снимаются. Заточены под Дальний Восток, снимаются на Дальний Восток и поданы как дальневосточные высокобюджетные проекты. там. Почему-то, например, я знаю, что наши ребята подавались, но не прошли. То есть здесь тоже какое-то квотирование. Мы же хотим, чтобы именно здесь рождалось. Вот как раз тоже очень острую тему подняли, что извне приезжающие команды здесь снимают материал, потом увозят и позиционируют, скажем так, да, наши материалы. Это немножко очень тонкий момент, потому что не всегда там бывает убедительно, не всегда аутентично. Мы всегда вот иногда бываем, разочаруемся от ожиданий некоторых фильмов, которые снимались, скажем, на нашем материале и так далее. Да? Нам надо снимать о себе здесь своими же ребятами, потому что все-таки мы сами носители этой культуры, языка, этих культурных кодов, и нам надо как раз-таки вот корейская культура именно через это она вышла, потому что они именно свое вот, скажем, универсализируя, подают, скажем, миру, да, рассказываются истории. Поэтому, да, есть над чем работать, есть куда двигаться. И, конечно же, помощь государства бесспорно должна быть, по крайней мере, в объединении, там, откуда источники ресурсов и так далее. И финансировать, продолжать финансировать, потому что без этого никак. Дополню. Да? Вот насчет финансирования, да, еще буквально на первых фестивалях в свое время мы как раз мечтали о том, чтобы прорваться за пределы Республики Саха, чтобы о нас услышали, наши фильмы прокатывали по всей стране. Тогда вот был Малышев, председатель фонда поддержки российского кино, он так очень жестко выступил. В книге, кстати, есть цитата,
о том, что, вы знаете, для того, чтобы прорваться, бюджет фильма должен состоять 100 миллионов, не меньше. Ну да. Все, тема закрыта, никаких вопросов мне больше не задавайте. Это было так, это еще где-то 15 лет назад было сказано. А мы фигурируем, оперируем не миллионами в калькуляторе, а тысячами. Сотнями. Не тогда. десятками миллионов. Не десятками Да, миллионов, ну, миллионами. десятками, да, сейчас, ну, в свое время. И поэтому вот надо как-то вот немножко повернуться лицом в этом плане. Ну, вообще, я хочу тоже немножко дополнить на тему того, что мы, наши добывающие компании, должны вот посмотреть на наших авторов, и не только в кино, а вообще в креативных индустриях. Вот смотрите, у нас есть квартал труда, в квартале труда есть дизайнеры, есть контент-мейкеры, огромное количество ребят, талантливых и так далее. Но из-за того, что мы все равно находимся в регионе, в котором, ну, то есть это не Москва, это не Санкт-Петербург, у нас нет такого потока клиентов, и наши креативщики не всегда, не у каждой креативной команды есть свой единица, там, бухгалтеры, люди, которые получают гранты и так далее. Достаточно небольшие компании, но наше вот предложение от резидентов квартала труда и ребят-креативщиков было такое, чтобы деньги, которые большие компании тратят на дизайн, на разный контент, там, скажем, на фильмы корпоративные, и эти деньги уходят московским командам. Ага, чтобы они заказывали Да, здесь. чтобы они заказывали у наших ребят. Потому что получат заказ ребята наши, которые делают корпоративный фильм, передадут этот заказ молодому оператору, который завтра придет в наше кино. И это очень важно, чтобы вот эти деньги, которые уже есть на контент, Чтобы они оставались чтобы здесь. они оставались здесь, потому что у нас огромное количество талантливых ребят, и они точно могут конкурировать. Вот на этой прекрасной ноте у нас время вышло, а я хочу от себя еще добавить, что все-таки креативка — это не только кино, это еще и сериалы, которые НВК снимает, да? Вот, поэтому успехов и кино, и сериалов, и всей креативки. Надеемся, что кто-то все-таки нас посмотрит и услышит. На этом программа «Якутия в деталях» подошла к концу. Меня по-прежнему зовут Ирина Ефимова. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем обо всем в деталях. Спасибо.